Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. И вместе со мной в студии сегодня персонально ваш профессор нефтяного университета, экономист Дмитрий Котов. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, Руслан. Очень давно мы с вами не встречались вот в таком формате, да, когда вы у нас в гостях, и экономических вопросов, в общем, накопилось довольно много. Я надеюсь, что наши радиослушатели тоже к нам присоединятся с помощью номера для СМС-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram, куда вы, дорогие друзья, можете присылать нам вопросы. +7 927 304 10 51. При этом, пожалуйста, не забывайте подписываться, а также смотрите нас в Фейсбуке, на Ютубе, ставьте лайки и вообще подписывайтесь на наш канал. Тема последних месяцев такая общественно-политическая и самая знаковая в республике — это ситуация в Сибае. Хотелось бы с вами подойти к этой теме, да, не с точки зрения там горного дела, не с точки зрения химии и уж тем более не с точки зрения политики, а со стороны экономики. Так вот, часть экспертов предъявляют претензии в адрес УГМК, да, которая то ли забросила карьер, то ли не так его законсервировала в свое время, там, в 2003 году, то ли вообще, значит, сейчас не желает его затопить, чтобы не лишиться сырьевой базы. Потому что рядом с карьером или даже с помощью этого карьера есть ходы в некие дополнительные шахты. Да, вот, все верно. Вы что можете сказать? То есть действительно есть в этом вопросе экономическая составляющая, экономический интерес тех, кто добывает там сырье? Да, безусловно. Экономический интерес не то, что есть. Я бы сказал, что экономический интерес здесь даже главный. Потому что вообще появление города Сибая как такового, он с 1955 года как город, а разрабатывается месторождение там с 30-х годов прошлого века, это всегда был экономический интерес. То есть сначала, конечно, советского государства для обеспечения промышленности, а затем, получается, уже частных собственников, вот, и он остается значительной ресурсной базой, ну, непосредственно для вот Уральского комбината, о котором мы говорим. Да, это безусловно. И ходы там боковые есть, то есть хоть сам карьер открытым способом и не разрабатывается, боковые шахты позволяют добывать определенное количество руды. Поэтому для собственников предприятий потерять этот ресурс, это, конечно, была бы проблема. Ну и с позиции именно экономики я бы говорил, наверное, о некотором жизненном цикле таких городов, как Сибай вообще. То есть, получается, это же был рабочий поселок, который создавали специально для того, чтобы разрабатывать это месторождение. Соответственно, жизнь этого рабочего поселка подчиняется определенному циклу. Пока есть месторождение, живет и Сибай. То есть, если говорить о том, на каком этапе развития сейчас находится непосредственно сам карьер, то скорее он идет к закату, конечно. То есть не нужно столько рабочих рук, не нужно, в общем-то, всего остального обеспечения. Тогда чем будет жить Сибай как таковой? Большой вопрос возникает. И, соответственно, с точки зрения собственника этого карьера, вопрос социальной нагрузки, а она есть, это вопрос скорее увеличения своих убытков или нецелевых расходов. Хотя в эфире могут звучать сообщения, что, конечно, социально ориентированная политика. Но бизнес есть бизнес, это тоже надо понимать, конечно. И если, опять же, с экономической точки зрения посмотреть, интересны будут, наверное, цифры бюджета города Сибай. Да, кстати, активисты вчера на встрече Радия Хабирова и Казицына с жителями, они приводили такую диаграмму, где сравнили выручку УГМК, там, по-моему, 400 миллиардов долларов с бюджетом республики, там, 150 миллиардов рублей, грубо говоря, и бюджет Сибая, там, 1 миллиард 200 миллионов рублей. И сказали, меньше вот, даже, меньше. Чистый бюджет Сибая 1 миллиард 23 миллиона, по-моему. Вот да. Ну, то есть около одного. И говорят, вот, смотрите, у вас выручка такая 400, а у нас всего миллиард. Понятно, что они получили ответ, что, смотрите, то выручка, а то бюджет — это разные вещи. Вот что вы скажете в этой ситуации? Что получает Сибай непосредственно от деятельности комбината? Как, собственно, любой местный бюджет муниципального образования получает налоги на имущество, налоги на землю и получает налоги на доходы физических лиц. То есть вся сумма, которую получает Сибай от деятельности двух комбинатов, там два комбината есть, составляет порядка 60 миллионов рублей. Именно как налоговая составляющая. И именно это НДФЛ. Плюс идут налоги на имущество. Но показательными будут не эти цифры. Показательно будет следующее, наверное. Из 1 миллиарда бюджета субсидии, субвенции и другие перечисления из бюджетов вышестоящих уровней составляют порядка 750 миллионов рублей. То есть 3/4 бюджета Сибая — это то, что Сибаю фактически доплачивают
Ну, из республики? Да, из республики, конечно. Это, в принципе, конечно, нормально, потому что часть доходов, которые генерируются на территории Сибая, они поступают и в республику, и в Российскую Федерацию, потом спускаются. Это у всех такая история, это нормально. Но если посмотреть на устойчивость города Сибай как административного образования, получается, в чем же она тогда заключается? То есть, если мы оттуда убираем вот эту составляющую, связанную с горно-рудной промышленностью, что остается? Остается классика, это, собственно, обслуживание населения, остается это образование, но образование, опять же, ради чего или почему там люди живут и почему они там учатся, остается медицина. То есть какого-то базового градообразующего предприятия нет. И здесь мы возвращаемся вот к этой истории жизненных циклов. То есть, когда жизненный цикл комбината в этом месте, в Сибае, закончится, что же будет опорой экономики? Ну, честно говоря, я пока не вижу. Но ведь эта история, она не единична. В масштабах страны таких моногородов, их ведь так называют, действительно очень много. И ведь наверняка есть уже примеры тех, которые закончили свой жизненный цикл. Не города, я имею в виду, а основные производства этих городов. Безусловно, эту же проблему все знают. И, наверное, недаром вот объявляют вещи. Инвестиционный форум, который пройдет за Урале. Это известная проблема. Я приведу пример. Эту проблему первые, наверное, стали решать в середине прошлого века в Германии, когда закрывались угольные шахты. И у них получилось неплохо сделать так, что как раз в тех городах, моногородах, где добывали уголь, упор был сделан на развитие предпринимательства. Но это история немецкая. То есть государство за свой счет выстраивало бизнес-центры, полностью льготно, без всяких налогов, без всего, пускало туда бывших шахтеров, чтобы они стали чем-то заниматься, чтобы они стали генерировать доход, чтобы получить вот эту ногу, что ли, на которой будет стоять город после того, как закроется угольная шахта. Возможно ли повторение истории здесь? Не знаю. Просто интересный опыт. Знаю. То есть как можно, ну, я не знаю, заставить заниматься бизнесом человека, который к этому не предрасположен. Да, вот загнали 100 шахтеров, занимайтесь бизнесом, им говорят. Понятно, что из них успеха добьется там 2 человека, ну 5. 3. Из 103. Мировая практика. Кстати, проценты могут отличаться наверняка в Германии и у нас, но таких данных, наверное, нет четких. Данные есть, кстати. Если уж на эту тему, я все-таки дам комментарий. Был интересный случай, когда в США пытались увеличить число предпринимателей среди населения. Вкладывали огромные деньги в студенческие сообщества, на входе имели, ну, условно, 3%. На выходе после потраченных миллиардов рублей все равно имели 3%. Вопрос, почему? А потому что, оказывается, в мире всего 3% предпринимателей. И здесь вот плюс-минус там 2-3%, это, конечно, зависит еще от того, ну, насколько человек вообще по своему менталитету, что ли, готов сам отвечать за результаты своего труда. У нас в России нет. И та история, которую мы сейчас видим в Сибае, она скорее говорит не о том, что мы сами будем отвечать за свои экономические результаты, это скорее обращение куда-то вверх. Дайте нам что-нибудь, чтобы мы жили хорошо. То есть кто-то должен прийти, дать, разрешить, а лучше всего создать рабочие места, и вот тогда все будут счастливы. Но это не история Сибая в долгой перспективе. Скорее всего, что произойдет? Часть населения, конечно, останется, это будет сельское хозяйство, а часть будет уезжать из Сибая. Будут уезжать лучшие. Это происходит, естественно. А вот у нас происходит параллельный процесс, и, по-моему, даже по поводу Сибая, хотя здесь не могу утверждать, значит, территории опережающего развития некие создаются, да, в некоторых городах, как правило, в малых городах. Это как раз-таки способ решения подобной проблемы, или это вообще отдельная история? Да, это способ решения подобной проблемы. То есть, если внимательный слушатель, внимательный читатель зайдет на сайт Министерства экономического развития, вот даже Республики Башкортостан, он может найти несколько документов, которые характеризуют, какие налоговые льготы, какие дополнительные преференции может получить тот, кто будет базироваться в этой территории опережающего развития. Но вопрос ведь увязан в целом с инвестиционной деятельностью. То есть если есть спрос на то, что собирается производить будущий инвестор, там, предприниматель, значит, вот наличие этой территории должно переломить, что ли, его решение о том, что он должен именно там находиться и что он вообще будет заниматься этим бизнесом. И поэтому здесь очень интересны показатели, даже, наверное, ожидаемые результаты. Что же мы получим там через 3-5 лет? И, к сожалению, история последнего 20-летия нашего российского говорит, что вот эти попытки модернизации, то есть все вкладываем в технопарки деньги, или все занимаемся там инновацией, бизнес-инкубаторы и так далее, все это постепенно сходит на нет.
Вот лишь бы не случилась такая история, когда мы отчитываемся за создание торов именно территории, их у нас становится много, а потом то, ради чего они созданы, вдруг почему-то не работает. То есть тогда мы, конечно, в прессе этого не услышим. Но эта история вполне возможна, я считаю, будет это с высокой вероятностью. Насколько те условия, которые создаются в этих торах, они действительно заманчивы, да? То есть реальные льготы. То есть если, например, у меня бизнес по производству чего бы то ни было, да, то, что я не продаю прямо здесь, а транспортирую, скажем, ну не за границу, а в другие регионы России. Мне действительно не важно будет, где нахожусь я, в Сибае или в Стерлитамаке. Но вот эти условия, всибайские условно, да, они для меня насколько выгодны, чтобы я действительно туда переехал? Это только налоги? Вообще это налоги, это льготная аренда, причем серьезно льготная аренда, если ты занимаешься производственной деятельностью. Это обещание в помощи к подключению электросетям, водоснабжению. Но здесь должно сложиться несколько факторов, потому что вот одних этих ресурсов, скажем так, материальных, их, естественно, недостаточно для бизнеса. То есть это должны быть кадры. То есть именно там должны быть те кадры, которые готовы работать. И причем эти кадры, чтобы быть конкурентоспособным, они должны, именно люди, уметь, что ли, производить эти товары и услуги лучше, чем в другом месте. То есть это головы. А есть ли там эти головы, которые будут создавать? Вот это другой вопрос. А перевести туда человека, ну, допустим, из Москвы или из той же Уфы, вот давай, переезжай, пожалуйста, там в Нефтекамск, или где создаются эти территории, это, безусловно, проблема. Поэтому если производство требует мало людей, требует много площадей, требует много энергии там, и воды, допустим, при этом оно генерит достаточный доход и существует транспортная доступность, тогда это будет выгодно. Но это специфический бизнес. Угу. Вот я сейчас, пока вот мы это обсуждали, вспоминаю историю с Татарстаном, Иннополис, да, по-моему, называется. Да, это да. именно оно? Это территория опережающего развития, или это в чистом поле, грубо говоря, построили, и все-таки туда же все-таки пришли какие-то инвесторы, там что-то происходит, хочу сказать, есть движения определенные. У нас пока примеров подобных нет. Иннополис вообще уникальный пример. Не знаю, каковы будут результаты, но там же сделан очень четкий фокус. Кто, кому и зачем там будет помогать. Во-первых, город недалеко от Казани. То есть проживать в Иннополисе и ездить в Казань, допустим, не то что на выходные, на вечер, это вполне реально. То есть это значит, ты не оторван от цивилизации. Во-вторых, там формируется, что очень важно, вот эта среда творчества. По крайней мере, так объявлено. Когда люди, которые думают над одной и той же проблемой, они всегда существуют рядом. И это, в общем-то, прекрасно, потому что они могут пообщаться и в том числе в производственной ситуации и вне производственной ситуации. С другой стороны, они могут, как правильно сказать-то, если захотят выйти из этой производственной ситуации и предстать в виде кого-то другого, в виде просто человека отдыхающего, они вот едут в Казань. Это же была большая проблема, как раз, по-моему, с Новосибирском. Почему не получилось еще в Советском Союзе развить академгородки? Получилось так, что человек, который попадает туда, в академгородок, он что в бытовой, что в небытовой ситуации всегда находится в одних и тех же условиях, то есть на своей ступеньке социальной лестницы. И, соответственно, если ты младший научный сотрудник, даже если ты приходишь в кафе, тебя обслуживают как младшего научного сотрудника, да. И если что бы ты ни хотел делать, ты все равно младший научный сотрудник. А рядом есть главный научный сотрудник, есть профессор, которого обслужит первого. И получается, молодой человек, он хочет вырваться из этого круга, он хочет с друзьями на гитаре там поиграть или просто в бар сходить в тот же самый. А он не может. Внутри городка он все равно младший научный сотрудник. Это понимание того, что здесь по социальной лестнице очень долго нужно двигаться, чтобы что-то получать именно как человек, а не как научный сотрудник. И это, в общем-то, сильно подкосило. То есть закрытые такие образования, развитие. они не очень хороши в этом смысле. Надо, чтобы какое-то смешение происходило, да? То есть люди могли выбираться чаще. Да, конечно, обязательно. Почему выбираться чаще? Не выбираться, человек должен иметь возможность реализовать себя в том, в чем он хочет. Чтобы вот эта среда творчества в одном месте, она компенсировалась тем, что он оттуда может вырываться, выбирать, когда он в ней, когда он не в ней. Это все касается как раз вот этих образований. Но, опять же говорю, не нужно путать территорию опережающего развития и Иннополис. Изначальные посылы, они принципиально разные. То есть затянуть промышленное производство, посадить промышленное производство и создать среду творчества — это разные инструменты, разные механизмы, соответственно, и разные результаты. Наш радиослушатель и коллега Дмитрий Клопаков спрашивает, какие производства теоретически можно завести в Зауралье, особенно в Сибай. Даже цементный завод оказался фикцией, утверждает он. Даже теоретически. Я, наверное, крамольную мысль скажу, Дмитрий.
Если мы не знаем, какие производства нужно завести сейчас в Сибай, то нужно сейчас Зауралье своего рода законсервировать для будущих поколений. То есть нет сейчас такого понимания, что обязательно, вот у меня, по крайней мере, нужно что-то завести в Сибай, чтобы там вот это все обязательно работало и что-то развивалось. Не знаем, хорошо узнаем через 20 лет. Давайте не будем пороть горячку по поводу того, что там обязательно должны прийти откуда-то инвесторы. Давайте этот вопрос отложим. Главное правильно разрулить вот эту ситуацию с теми людьми, которые своего рода стали заложниками конца инвестиционного цикла горно-рудной промышленности. А если предположить, что, как у нас вот Виктор Шендерович в федеральных эфирах любит, да, представлять, если представить себе, что у нас абсолютно свободная такая рыночная экономика, которая сама себя регулирует и так далее, можем ли мы представить, что ситуация сама выправится, да, как говорится, жизнь найдет дорогу, люди, там, предприниматели, бизнес, именно в условиях Зауралья? Или это тоже невозможно, это слишком как-то все сложно теоретически? Если убрать полностью административное регулирование, затем сделать, что не будет возможности уезжать, тогда жизнь выровняется. То есть не мешать и в то же время запретить выезд? Ну, не нужно осуждать людей, которые уезжают оттуда. Ни в коем случае. То есть они же ищут лучшее для своих детей. А паниковать нужно? Вот у нас статистику приводят, вот Зауралье у нас, значит, плохо себя чувствуют, люди уезжают, и вот эта паника. Ведь у нас программы были, вот при Хамитове, там программа 11-15 годов развития Зауралья, потом раз, смотрим, она не сработала. Я, честно говоря, не совсем вообще понимаю, почему мы должны к тем вещам, которые являются естественными процессами социально-экономического развития, относиться как к хорошим, плохим или еще к каким-то. Это тенденции, которые естественны. Их нужно учитывать в любой деятельности. Да, люди уезжают оттуда, где они не могут найти работу, если они работают и вообще живут с той позиции, что они хотят быть наемными работниками. Да, они уезжают там, где их нанимают. Это нормально, безусловно. Затем, если они хотят лучшего воспитания для своих детей, они едут туда, где есть лучшие школы, где есть лучшие больницы, и, в общем-то, это нормально. И сказать, что результатом регулирования должно быть абсолютное выравнивание всех территорий, сказать-то можно. Этого не получится, все равно не получится. И именно исходя из этого нужно говорить, наверное, не о том, что нужно удержать людей обязательно в том районе, где они есть, обязательно туда что-то притащить, что пусть даже в убыток, там, с множеством льгот и прочее, лишь бы это работало, лишь бы люди оттуда не уезжали. Это какой-то нонсенс получается. То есть существуют объективные экономические законы. Рабочая сила, если вот можно так говорить про людей, хотя это некрасивое, конечно, выражение рабочая сила, скорее человеческий капитал. Человеческий капитал идет туда, где ему есть применение. Если у нас такой капитал, ну, такая позиция, что мы хотим наниматься, едут туда, где нанимаются. И это нормально. Ну и закругляя тему Сибая, вот хотел бы уточнить ваше мнение. Жители Сибая требуют денег, компенсации от УГМК. И вроде как даже вот вчера прозвучала сумма в 200 миллионов рублей, которую комбинат выделяет городу, а город сам будет решать, куда эти деньги использовать. Насколько, на ваш взгляд, вот в современных экономических, рыночных условиях это справедливо? Если справедливо, то адекватна ли сумма? Может быть, надо больше требовать? Как это хочется сказать, а почему бы суд бы не решил этот вопрос, да? То есть здесь столько факторов за и против. То есть, ну да, безусловно, пострадавшие есть. Что пострадало? Тот же самый инвестиционный климат, тот же самый социальный климат. Да, он теперь говорят, на много лет вперед у Сибая будет вот эта печать. Мы не можем продать жилье. Мы не можем продать. Да, вот цены упали. Все будут вспоминать о том, что в Сибае все там что-то серо, вот диоксид серы и так далее, и так далее. Да, может быть, если бы я себя вот ставлю сейчас на место жителей Сибая, да, пожалуй, я бы занял позицию, что кто-то должен компенсировать то, что я потерял. Потому что лично мои действия, я сейчас говорю именно с этой позиции жителя Сибая, они бы не привели к этому. Это по недосмотру, может быть, еще почему-то кого-то, кто неправильно распоряжался ресурсами, привел ситуацию к такой, что лично моя там собственность подешевела, мое здоровье где-то ухудшилось или еще что-то. Я получил печать вот этого человека, который уехал из города, где там плохой запах, плохая экология. Да, наверное, вполне может. А кто в этой ситуации больше все-таки виноват? Бизнес, да, конкретно УГМК в данном случае, или государство, которое позволило бизнесу вот так себя проявить? Это реалии, опять же, вот чисто российские, или, в принципе, это могло быть где угодно? Да где угодно это могло быть. Где угодно. Кто виноват?
Хочется, конечно, свалить вину на государство, но, с другой стороны, почему государство плохо делает? Нет законов. Есть законы, да, безусловно, они регулируют эту деятельность. Да, кто-то не досмотрел, кто-то не доделал бизнес занимался тоже своими вещами. Сказать, что это стечение обстоятельств, вообще стечение обстоятельств, тоже вроде бы не совсем правильно. Ростехнадзор, то есть я знаю, там сейчас занимаются и из федерального Ростехнадзора этим вопросом, тоже где-то не досмотрел. Хотя у нас система Ростехнадзора одна из самых неплохих, может быть, даже лучших в мире сейчас, к сожалению. Или к счастью, как правильно сказать. То есть она работает. Ростехнадзор работает? Ага. Работает, конечно, работает. То есть правила и документы регулирования, они достаточно хорошие. Экономически не всегда обоснованы, но с точки зрения результатов работают. Ну, по крайней мере, для нефтяной промышленности. Если уже так говорить, скорее бизнес. Скорее бизнес. Ну что ж, тогда с темой Сибай закончим и уйдем на перерыв. У нас сейчас новости. Я напомню, что в гостях нашей студии профессор нефтяного университета, экономист Дмитрий Котов. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 10 51. Через несколько минут вернемся. В 13 часов 30 минут на Эхе Новости. Следственный комитет по некоторым данным возбудил уголовное дело по факту заражения детей дизентерией в московских школах. По данным источника агентства «Интерфакс», речь идет о сбытии продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Установлено, что в декабре прошлого года в 7 школах Восточного округа была приготовлена пища из сырья поставщика «Вита-1». После этого заболели дизентерией более 60 учеников и педагогов. Ранее сообщалось о фактах заражения дизентерией в ряде столичных детских садов. В Германии суд приговорил племянника телеведущего Дмитрия Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает телеканал RTVI. Сергея Киселева признали виновным по статьям о подготовке тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности, а также нарушении закона о хранении оружия. Дело завели после интервью Дмитрия Киселева, которое вышло в 2016 году. Тогда телеведущий упомянул, что его племянник уехал воевать добровольцем в Донбасс. В Конгрессе США потребовали от разведки раскрыть доходы Владимира Путина. Соответствующий законопроект разработали члены Палаты представителей демократ Вал Деминг и республиканец Лиза Стефаник. Инициатива связана с утверждениями о попытках России подорвать американскую демократию. Пришло время дать ответ, говорится в заявлении конгрессменов. В Кремле данный законопроект назвали русофобскими потугами, к которым вряд ли стоит относиться серьезно. Дональд Трамп и Ким Чен Ын в ходе переговоров во Вьетнаме не смогли достичь никаких соглашений. Переговоры завершились досрочно. При этом американский президент утверждает, что встреча прошла хорошо. Мы продуктивно провели время здесь. Мы с секретарем Помпео решили, что сегодня неподходящий момент, чтобы подписывать что-либо. Мы провели почти весь день с Ким Чен Ыном. Он очень яркий человек. Я думаю, что у нас очень крепкие отношения. Но в этот раз у нас были разные варианты действий, и мы решили не реализовывать ни один из них. Увидим, к чему это приведет. Но это были очень интересные 2 дня. Думаю, на самом деле это были очень продуктивные 2 дня. Но иногда нужно просто взять паузу. Это один из таких моментов. Трамп добавил, что был готов подписать соглашение сегодня, однако, как он выразился, лучше сделать что-то правильно, чем быстро. Более 65 тысяч человек осуждены в России за последние 10 лет за применение насилия в отношении представителей власти. Это показало исследование, проведенное организацией «Апология протеста», пишут «Ведомости». Суды стали чаще назначать осужденным наказание в виде реального лишения свободы. Оттепель сменится похолоданием в первые дни марта в центральной России. В большинстве регионов ожидаются заморозки до минус 14 градусов, небольшие снегопады, а также усиление ветра. В Москве этой ночью и завтра днем, так же как и сейчас, обещают около 0. Облачно будет с прояснениями, местами метель, на дорогах сильная гололедица. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У 8-летнего Малика Мамаджанова из Стерлитамака редкая аномалия развития органов брюшной полости. Малыша дважды оперировали в России, но безуспешно. Помочь ему может только операция в сербской клинике Белмедик стоимостью более 1 000 000 рублей. Помочь просто. Пришлите СМС с текстом «Изгелек» сумма пожертвования на номер 3443. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек».
По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Открой журнал «Дилетант», окунись в глубины мировой истории и в мир увлекательных событий. Журнал «Дилетант» — это твой спутник и помощник в познании истории страны и мира. На страницах журнала ты найдешь ответы на загадки истории, инфографику, красочные иллюстрации, историю оружия и еды. Увидишь исторические события в комиксах, разгадаешь кроссворд, узнаешь о новинках кино и литературы. Куда сходить и во что поиграть? Стань интересным собеседником. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Блин. Коймак. Блин, который не вышел комом. Тыйыргыз бешкен коймак. Блин, который не вышел комом. Тыйыргыз бешкен коймак. Александр Сидякин назвал Ульфата Мустафина «блин, который не вышел комом». Александр Сидякин Ульфат Мустафинды тыйыргыз бешкен коймак дип атаны. Александр Сидякин назвал Ульфата Мустафина «блин, который не вышел комом». Александр Сидякин Ульфат Мустафинды тыйыргыз бешкен коймак дип атаны. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии профессор нефтяного университета, экономист Дмитрий Котов. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-сообщений. Закончили уже с Сибаем и поговорим в целом о ситуации в нашей республике. Ради Хабиров уже почти 5 месяцев как руководит регионом, и, в общем, не раз он говорил о том, что инвестиции для региона важны. И, в частности, кстати, конкретно, если вспоминать послание Курултаю и людям, он говорил, что наши депутаты не дорабатывают и должны привлекать инвестиции в регион. Вот, на ваш взгляд, насколько этот призыв реалистичен и насколько это по адресу? Можно вопрос сразу по-другому задать, Руслан? Вот это звучит так, что принята только одна парадигма, что регион должен притягивать инвестиции снаружи. И это хорошо. Других хорошо нет. И я изначально с постановкой вопроса именно вот так не согласен. Это первое. Значит, что касается второго. Говорить о инвестициях, о их обязательном росте в каждый период времени, это тоже неправильно. Существует нормальное время, когда растет инвестиционная активность, и тоже нормальное время, когда падает инвестиционная активность. И что-то я не слышал таких, в общем-то, аналитических материалов, когда бы говорили, что вот это период роста инвестиционной активности, а вот сейчас должен начаться период падения. Это нормально. Я сейчас все свои слова поясню, безусловно. Значит, что касается депутатов. Это больше похоже на некоторый такой крик о помощи. Ну давайте уже все вместе сейчас навалимся, и каждый притащит по своему хорошему инвестору. И мы вам дадим право с этим инвестором, в общем-то, работать в близких отношениях, для того, чтобы вы его курировали, а он здесь каким-то образом развивался. И я почему-то думаю, что примерно все главы регионов Российской Федерации сейчас делают примерно то же самое. Потому что стоит вот этот показатель, как говорят, ключевой показатель эффективности у каждого, сколько ты принес инвестиций в свой регион. Теперь, внешний инвестор, я как-то говорил это уже в эфире и повторю, он приходит ради чего? Не ради блага Башкортостана. Конечно. Он приходит ради своих собственных денег, это нормально. И поэтому все блага для Башкортостана – это результат вот этой, ну, скажем так, торговли, согласования. А что удастся, ну, скажем так, получить региону от того, что инвестор будет здесь работать? Останутся люди, которые работают у инвестора на, заводе. Эти люди со своими компетенциями останутся в регионе. Да, но это же компетенции этих конкретных людей, не республики. Останутся налоги, да, это неплохо.
Затем инвестор как таковой, те деньги, которые он получает здесь, он будет куда их тратить? На свои цели? Нужно ведь еще реинвестирование сделать, чтобы он второй раз их здесь вложил, чтобы он стал местным инвестором. Может быть, не обязательно. Хотя бы рабочие места нам дайте, а уж прибыль забирайте. Или это неправильно? Нет, это неправильно. Развиваться-то на что? То есть прибыль должна оставаться. А так бы вообще ничего не было. А так хоть что-то, какие-то налоги, рабочие места. Но это значит изначально встать в позицию, что мы сами ничего не можем. Должен прийти кто-то, сделать здесь рабочие места, и мы согласны на все. Это неправильно. Это не лидерская позиция никоим образом. Это одна история внешних инвестиций. Совсем другая история внутренних инвестиций. То есть, когда вот здесь появляются некоторые, назову их пока так, точки роста, которые создают новую ценность, которая востребована за пределами республики. Это другая история, это быстрорастущие компании. Об этом, кстати, много говорили. Вот Институт стратегических исследований, он тоже занимался этими вопросами. Вот этот фокус, безусловно, важен. На этих инвестициях, на поддержку внутренних быстрорастущих компаний, ну, например, сделала упор Южная Корея в свое время. И результаты мы видим. Но там была комплексная программа. Сейчас же, вот скорее я слышу о том, что инвестора нужно притащить. Тогда давайте порассуждаем чуть шире, то есть рамку раздвинем. Если инвестор приходит сюда в республику, он приходит зачем? Первое. В республике есть рынок сбыта его товаров, услуг, которые он производит здесь и здесь же продает. Это первая история. Второе. В республике есть конкурентное преимущество, которое позволяет удешевить производство или получить какой-то уникальный ресурс, а товары и услуги, скорее товары, продаются за пределами республики. Если говорить про первую историю, значит, рынок Башкортостана должен находиться в растущем состоянии. Денег должно становиться больше у людей. Да, люди должны больше потреблять, покупать больше машин, больше продуктов, больше всего остального. Что мы видим последние 5 лет? У нас происходит стагнация, даже падение реальных заработных плат. Соответственно, люди потребляют то, что и потребляли несколько лет назад. Значит, рынок не растет. Соответственно, раз рынок не растет, инвестиции, направленные на получение товара для внутреннего потребления, они для инвестора нецелесообразны. Соответственно, да, зачем он сюда придет, если здесь не растет рынок? А теперь для внешнего потребления. Что есть такого уникального, за что отвечает республика, что, в общем-то, нельзя получить в Пермском крае, в Челябинской области или еще где-то? Тоже вопрос. Вопрос. Есть нефтехимия, есть разработка, производство соды там, и так далее. Но вот эти вещи, они уже освоены. И они находятся под управлением федеральных компаний. Тогда, получается, инвестора притащить на какой вот такой уникальный ресурс или момент? Здесь существует особая транспортная доступность? Нет. Да, будет вот этот путь из Европы в Китай, к нему привязываться? Может быть, да, но инвестор должен просчитать все-таки, почему ему выгоднее здесь, а не в Республике Татарстан. И здесь вот нюансы, совсем нюансы. И вот эти нюансы, наверное, и определяют, что никакого принципиального, скажем так, прорыва с позиции того, что в республике скорее разместят предприятия, чем в соседних субъектах, внешние инвесторы, не будет. А почему в Центральной России, в некоторых областях, так скажем, вот, подмосковных, да, удается? Скажем, в Калуге больше инвесторов, чем там в соседней, я не знаю, Туле, условно, да? Я сейчас, конечно, могу ошибаться по поводу Тулы, может быть, там тоже нормально. Но ведь некоторым губернаторам это удалось за последние 20 лет. То есть, может быть, они там с коррупцией лучше поборолись, и поэтому сработало? Нет. Здесь очень удачная история получилась, которая случилась в свое время и в своем месте. Вот это очень важно понимать. И не нужно пытаться повторить успех тех, кто в тех условиях, его добился. Это были другие условия. Калуга, первый в России, сделала акцент на то, что мы раскрыты для чего угодно. Вот приходите к нам, стройте заводы, Volkswagen, все. И все пошли в Калугу. Все увидели, ох ты, как здорово. Они же просто-напросто чуть ли не стали отдавать бесплатно все инвесторам. Давайте-ка мы повторим эту историю. Да. Столько Volkswagen'ов нет. Потому что в России нет такого рынка автомобилей, которые будут покупать. Те, что были, закрываются. Да. Вот эта история, она случилась. Она произошла. Кто-то другой ищет свою историю, но эта история должна в этом месте, в конкретных экономической ситуации именно сработать. Какой-то изюминки, которую предлагает республика, сейчас нет. Тогда второй посыл — это привлекать федеральные деньги из бюджета. То есть их можно прислать сюда, пригнать сюда, скажем так, из-под палки. Дадут ли они какой-то результат? Будет ли прок?
Станем ли мы благодаря этим деньгам жить лучше? Вот здесь мы хотим повторить историю Татарстана успешную, да? Да. Да, когда каждое министерство Татарстана обязательно имело свое представительство в Москве, да, и, собственно, постоянно работали с федеральными чиновниками. И это история нулевых годов. И у них все получилось, все прекрасно. Федеральные деньги есть ли в таком количестве сейчас? На федеральные программы есть, да? Говорят, безусловно. есть. Там вот профицит бюджета, нефть стоит дороже, чем закладывали, все дела. Тогда, получается, инвестиции, которые будут из федеральных средств сделаны в республике, они создадут собственность чью? Государственную? Потом ее ведь должен будет купить кто? Частный инвестор? Не обязательно. А как? А с частным инвестором случится та же самая история. То есть он будет анализировать рынки сбыта, он будет анализировать ресурсы, с которыми он работает, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы эта история ни была, скажем так, историей с плохим концом, удалось вытащить федеральные деньги, построить какие-то объекты. Эти объекты пока будут жить за счет государственных средств, а потом окажется, что дальше никакой инвестор не хочет подхватывать это производство, потому что конкурентные преимущества не созданы. Если бы они были созданы изначально, пришли бы частные деньги. Понятно, что это с точки зрения далекой перспективы невыгодно, но в моменте, пока эти деньги будут идти, что-то будет строиться. Понятно, что это будет бесполезно, но вот пока это все будет происходить, люди будут зарплату получать. Или это как, это неправильно все-таки. В условиях того, что все-таки страна, имея в виду федеральный бюджет, готова давать деньги, их вот так вот забирать и, возможно, бездарно, но все-таки осваивать. Мне кажется, не государство должно решать этот вопрос. Угу. Есть ведь несколько известных примеров, когда фонд развития промышленности, допустим, федеральный, он выделяет деньги или согласен выделять для предприятий республики, которые работают с нефтянкой, вот с нефтесервисом, я не буду называть компании, они известны, соглашается выделять деньги под конкретные проекты. То есть получается, вот здесь как раз весы склонились на такую сторону. Бизнес увидел, что он может на какой-то рынок вывести новый продукт, новую услугу, и, соответственно, для того, чтобы выйти на повышенную рентабельность, выше, чем сейчас, выше, чем у рынка, ему не хватало нескольких процентов. И вот эти несколько процентов удается достичь за счет того, что привлекаются федеральные деньги за небольшую плату за них, условно, под низкий процент кредит, назовем это так, хотя там механизм немножко другой, сложнее. И, соответственно, вот эта история, да, она хороша, но это нужно бизнесу, бизнес отвечает за это. А когда вот так вот с нуля государство начинает говорить, а давайте притащим деньги, а потом будем думать, что с ними делать, с этими деньгами, какой-нибудь завод построим, мне кажется, это принципиально плохая история, и это обман тех же самых людей, которые придут и устроятся туда на работу. Угу. Когда случится через 5 лет ситуация, что, оказывается, то, что вы делаете, никому не нужно, и да, это обман, что и делать этим людям? За последние 8 даже лет, да, вот пока у руля республики стоял Рустем Хамитов, много тоже говорили об инвестициях, много проектов было заявлено, в том числе с Китаем, но практически ни один не реализован, да, вот известный проект — это Карнашпан, который работает более-менее успешно, хотя и они говорят, что себестоимость нашей там плиты выше, чем там в Дании, по-моему. Это почему? Это все-таки экономика виновата или эффективность управления в республике подкачала? Потому что все винят Хамитова, не все, многие, да, конкретно, что вот много обещал и ничего не сделал. Может быть, он и не виноват вовсе, может быть, действительно у нас условия неконкурентные, и просто инвесторы приходили, декларацию о намерениях подписывали, потом смотрели вокруг да около и понимали, что зачем нам это? Все-таки так получается? Да, получается так. Ага. Есть ли у нас тогда, я не знаю, какие-то ниши, какие-то отрасли, где товары и услуги, производимые в республике, могут быть реально конкурентными, хотя бы в условиях, я не знаю, Приволжского федерального округа, или в России в целом? То есть Китаю тому же удается, я не знаю, там в разных областях добиваться своего. Они же есть. Очень много можно об этом говорить. И кроме вот этих крупнейших, скажем так, предприятий авиационной промышленности, нефтехимии, нефтепереработки, существуют же прекрасные истории частных денег. То есть, допустим, Сибур-Пылеев. Вот. Вообще, компания Сибур за последние 10 лет, я считаю, что это российский прорыв. То есть вот эта газохимия, то, чем занимается Сибур, это здорово. Это про много лет вперед. И поэтому они будут конкурентами, безусловно. Второе направление, исторически, которое сложилось в республике, это нефтегазовый инжиниринг. Существует десятки небольших компаний, которые занимаются химизацией, то есть есть такой особый термин химизация на месторождениях. Затем производство уникального оборудования, специфического оборудования, производство оборудования для условий трудноизвлекаемых нефтей.
То есть это да, это исторический след, эти компании прекрасно они работают. конкурируют только внутри России или их вот эти прорывы технологий конкурентны на мировом рынке, кстати говоря? Пока нет такого масштаба, что совсем на мировом рынке нет. Пока внутри России. И, в общем-то, наверное, рост этих компаний обусловлен еще вектором на импортозамещение. То есть, когда такие крупные игроки нефтегазового рынка, нефтесервисного рынка, как Шлюмберже, Халибертон, Беккер Хьюз, они ограничили свое присутствие в России, вот как раз малые компании получили шанс. И эти компании существуют, они работают, и, обращая внимание, им ничего не надо от государства. Вообще ничего. Они не интересуются ни инвестчасом, ни другими вещами, они просто работают. Угу. Это правильно. Кстати, инвестчас, как начинание, как идея, это то, что надо в нынешних условиях? Надолго хватит? Ну, как? Правительство все равно обсуждает вопрос инвестиций. Как ни назови, инвестчас, оперативка. Угу. То, что это какая-то мода, инвестчас, здравчас, час науки, вот это, наверное, не очень хорошо. То есть это форма работы правительства. То есть у меня нет никаких ни хороших, ни плохих ассоциаций. Ну, назвали, название такое, да, конечно. фактически это и так должно происходить. Ну, раз уж вновь мы вернулись к правительству нашему, вот экономический вопрос увеличения штрафов в 1000 раз было предложено на этой неделе, в понедельник буквально. Штрафы по административным правонарушениям, там, скажем, не ПДД, да, то есть нашей бытовой такой вот окружающей действительности. Прозвучала цифра, что 37 миллионов собрано в 2018 году, и эту цифру нужно увеличивать в 1000 раз. Во-первых, бюджет пополнить, во-вторых, навести порядок, в принципе, в нашем общежитии, так скажем, да? Как вы оцениваете эту инициативу? Ну, опять же, старинная история, да? Пряника и, как это, и палки, да? Или... Кнута. Кнута, да, кнута и пряника, когда человека пытаются воспитать, чтобы он стал таким, каким мы от него, собственно, хотим, чтобы он был, да? Во-первых, я прокомментирую вот эти цифры. 37. Читал новости, наверное, это правильные цифры. На содержание административных комиссий написана цифра. Я говорю, республика, в год примерно 65 миллионов рублей. Хотя есть цифры другие, вот то, что обсуждали. 37 собрано, 65, значит, потратено на содержание комиссий, а штрафов на 37. То есть, получается, комиссии зачем работают, да? Это с позиции комиссии смотреть. Затем, если смотреть с позиции тех людей, и вообще, кого штрафуют, как штрафуют, это, скорее всего, штрафы за какие-то, бытовые вещи, да? Там, может... Да, неправильная парковка на газоне, неправильный выгул собак, шум в подъезде, там, сверление в неположенное время, вот это все. Это все. Те, кто может заплатить, они заплатят. А те, кто совершают вот такие правонарушения, и, в принципе, в общем-то, не имеет денег, он никогда не заплатит. Накладывай штраф, не накладывай. То есть он занимается тем, что он, пьяница, бытовой пьяница. Он и будет бытовым пьяницей, денег у него нет, и штраф туда наплатит в последнюю очередь, и ничего не будет. Потом спишут, в конце концов. А ему, честно говоря, и все равно. Поэтому штрафовать таких людей, надеяться на то, что они перевоспитаются, нет. Моя позиция такая. Когда мы говорим о штрафах, всегда у человека должен быть альтернативный вариант. То есть, либо ты платишь штраф и делаешь вот так вот, либо у тебя есть возможность сделать не так. Не мусоришь на улице. Значит, есть урна, куда ты должен выбросить бумажку, там, стаканчик или еще что-то. Это первое. Паркуешься на газоне. Значит, должна быть рядом парковка, на которой ты можешь запарковаться. Пусть не очень удобно, пусть далеко, пусть какая-то, хоть платная, но она есть. У тебя есть выбор. Гуляешь с собакой. Собак сейчас много, и слава богу, много. У меня у самого есть собак. Получается, где гулять? Нужно гулять там, где отведенное место. И это место должно быть доступно. Оно должно позволить человеку сделать вот этот выбор. И если этот выбор уже делается человеком так, что он готов нарушить, тогда, конечно, наказание должно быть безусловно. А говорить про вот эти 1000 раз, это вообще неправильно. Я считаю, что штрафов в идеале должно быть 0. То есть вообще никто не нарушает. Вот это идеальная ситуация. И говорить, что нужно ставить целевой показатель по сбору штрафов, это, и вообще нонсенс, и это принципиально неправильно. Ни в коем случае. Нельзя говорить о целевом показателе по сбору. Нет, их должно быть 0. Значит, все органы работают хорошо. И люди занимаются зарабатыванием денег, а не попыткой перераспределить созданный доход друг к другу с помощью этих самых штрафов. А на что построить парковку, на что построить прогулочную зону для собаки? Вот соберут штрафы и построят, а потом все нормализуется. Нет, ведь штрафы — это деньги тех же самых людей, по сути.
И, соответственно, разве нет другого механизма, чтобы перераспределить на строительство парковки через штрафной механизм? Почему люди добровольно не могут выделить свои собственные деньги на строительство своей собственной парковки? Потому что до конца не решен вопрос, а чья же, собственно, вот эта вся земля? Как люди договариваются друг с другом? Нам собираются ремонтировать подъезды. То есть, подождите, а подъезд разве не наша собственность? Так. Да, значит, к нам приходит кто-то и говорит, я отремонтирую вашу собственность, отлично, а почему квартиру мою не отремонтируете? Она же тоже вроде моя собственность, здесь коллективная, здесь частная собственность. Потом, получается, вот эти ЖКХ и все остальные вещи, вот это несколько мутная ситуация в сфере, кто чем владеет в городе и кто за что отвечает, наверное, даже выгодно кому-то. Потому что здесь огромные деньги, по сути, крутятся. И если здесь все будет ясно, прозрачно и четко, тогда, в общем-то, с этими деньгами придется и не то что распоряжаться, управлять очень четко. То есть программа по ремонту подъездов, она не вполне законна, на ваш взгляд? Или не вполне правильно с точки зрения понятий, что все-таки подъезды — это наша собственность? Я не скажу, наверное, крамольные вещи. Мне кажется, это пиар-компания. Потому что это увидит каждый человек, когда у него будут ремонтировать подъезд. И, естественно, в подъездах будут отмечены наверняка с помощью табличек, объявлений, по чьей инициативе, почему этот подъезд был отремонтирован. С начала года, да, буквально осталось у нас чуть-чуть времени, перестали почему-то об этом говорить. НДС вырос, да, на 2%, с 18 до 20%. Что вы можете сказать вот по этому поводу? То есть уровень инфляции, в конце концов, рост цен. Какая статистика есть на данный момент по Башкирии, по России? Сильно ли ухудшилось благосостояние граждан, как принято говорить? Все монополисты подняли цены на вот эти самые проценты. То есть это в цене не 2%, это меньше, конечно, но все подняли. Монополисты — это значит те, кто продает так называемый неэластичный по спросу товар. То есть когда к тебе все равно придут и купят. Это сделали все. Топливо, ресурсы. Да. Прям, по-моему, у нашей одной из крупных компаний прям табличка такая висела, цены. До сих пор висит. Да, понятно. Вот. Что касается тех, кто работает в условиях конкуренции, тем, конечно, пришлось очень сильно подумать. То есть уменьшить свою собственную доходность за счет того, чтобы цены удержать, либо имеют они возможность поднять эти самые цены. То есть здесь нет. Покупательная способность, как я уже отмечал, она не растет, поэтому просто подъем цен, он, конечно, здравому предпринимателю нецелесообразен. Поэтому, я думаю, здесь вопросы решаются частно, точечно и в соответствии с текущей, именно конкретной местной экономической ситуацией. Исходя из того, что мы имеем на сегодняшний день в глобальном, общероссийском смысле, возможен ли рост экономики в стране? При том, что, в принципе, да, основной товар, который Россия продает, я имею в виду нефть, стоит дороже, чем закладывается в бюджет. Мы роста не имеем. Но о росте постоянно говорится. И, как известно, у нас нет времени на раскачку, да, вот было сказано. Рост экономики в любом случае следует ожидать, и как раз вот за счет инвестиций, за счет инвестиционных циклов. То есть те основные фонды, которые создавались уже в 10-е годы и которые в советские годы создавались, они, естественно, изнашиваются. И эти фонды придется обновлять. Это будут инвестиции, и поэтому через несколько лет мы увидим рост инвестиций, это будет нормально абсолютно, в реновацию основных фондов. И на этом фоне, естественно, будут говорить о росте экономики как таковой, потому что растут инвестиции. А в целом же в ближайшие лет 15 прорыв вряд ли возможен. То есть принципиально качественное изменение. По политическим причинам? Нет, почему? Именно по экономическим. То есть нет сейчас такой, какой-то базовой опоры, которая стала бы двигателем. То есть базовая опора, приведу пример. Например, масштабирование технологий 6-го технологического уклада. Вот когда мир полностью перейдет на 6-й технологический уклад, тогда нужно будет где-то эти технологии активно производить, реализовывать и прочее. И так как Россия не является главным генератором здесь, она будет как раз идти 2-й или 3-й волной по масштабированию. Начнется масштабирование, начнется экономический рост. Он не будет самым большим, но это будет позже. То есть 10-15 лет? 10-15 лет, да. Это мое видение, надеюсь, быстрее. Будем надеяться. Благодарим нашего гостя, профессора нефтяного университета, экономиста Дмитрия Котова и всех, кто был сегодня с нами. До свидания. Спасибо, до свидания. Никакого секрета. Мы говорим все